Я зашла, чтобы в личку свою, ну, то есть поотвечать на сообщения. И, в общем, у меня там был такой комментарий очень большой, меня оценивающий. И давайте по поводу волос у казахов. Я понимаю, многие из вас ленятся пойти поизучать свои традиции, культуры. Очень многих осталась информация, которая у нас вот пришла, ну, во время перестройки, это тема ислама. Смотрите, у нас как получилось вообще. Ислам, большей частью он был, я бы сказала так, завладел южной территорией Казахстана. Это в основном городская культура. В кочевничестве эм, придерживаться канонов ислама очень-очень сложно. Я думаю, многие из вас такое вот помнят, что наши, помните, при Советском Союзе наши аталар и ажелер говорили, поживи, еще успеешь намаз читать, вот картай, да, то есть, короче, когда состаришься, тогда будешь читать, а до этого живи. Вот так у нас было принято. И, в принципе, да, у кочевников было такое понятие. То есть ислам, когда придерживались? Придерживалась в основном вся знать. Батыры никогда не придерживались ислама. Пожалуйста, поймите об этом. Я не знаю, пойдите почитайте это. Ислама придерживались кто? То есть это бии и те, кто властью управлял. Потому что, ну, было такое правило, которое пришло мечом, огнем, кровью и так далее. Это все было насильственно. Ни одна религия ни в каком народе не прижилась сама по себе по-доброму. К сожалению, такая натура у человечества. Дальше, получается, во время Советского Союза вся религия была искоренена, да, это стало стыдно, постыдным. Потом же, когда у нас пришло время перестройки, идеологии нету, пустота, и пришел опять вот этот вот ислам, и очень даже такого плохого плана. И тогда вот как раз и возобновилась тема целительства, и, соответственно, было, как это сказать, принято, что целительство возможно только с помощью ислама. Сейчас все возобновляется, слава богу, да, скажу. Возвращается и бахсылык, возвращается и эмделек, то есть уже понятие, то есть категория, разделилась вот это, да. Благодаря мне, я буду об этом говорить, я буду об этом хвастаться, потому что действительно благодаря мне, я какое-то время назад, получается, года 2 назад, да, кто за мной следит давно, тот помнит, что сколько людей было против меня, сколько было шаманов против меня, целителей сколько было против меня. Потому что это страшно пойти перемену. Я не могла отказаться. То есть у меня руахтар стоит, они говорят: Жан, иди, говори, иди, говори. И я назло аруахам, кто помнит, да, я тогда выходила как попало. Не красилась, выходила в халате, с мытой головой, то есть вот так. То, что руахтар заставляли, и я просто говорила им: хорошо, пойду, иду и говорю вот как есть. Я думала, что я буду выходить, говорю, что мне скажут, и на меня будут смотреть и думать: блин, какая она страшная, некрасивая, что она там говорит. Да, такие вещи были, но это было очень-очень мало. В то время, когда я выходила, было принято, что если ты выходишь, ты должна выходить при макияже, в красивом платье, хороший сзади должен быть фон и так далее. Я вот на это все просто наплевательски относилась. Шла и говорила, что Рахтар мне говорят. Давайте теперь по теме целительства. Ну, все это вернулось, да. Теперь давайте. Вы должны понять, что не все идут по канонам ислама. Я не в исламе, не в мусульманстве, я не в общем, я просто казашка. Я иду по казахским традициям. Еще аталаран, бабаларан, вот по этой дорожке, пожалуйста. У меня дорога предков, то, что было до ислама. И теперь давайте вернемся сюда. Блин, я ушла куда-то далеко. Должна была про волосы рассказывать. Итак, давайте про волосы. Ну, давайте с детства. Было так, до примерно 5-7 лет мальчикам оставляли вот так чупа и дар, да, а девочкам оставляли вот здесь челочку вот так, и вот здесь два таких этих ушка. И девочка такая на собачку, честно, была похожа. Поищите, покопайтесь в интернете, найдете достаточно таких фотографий с такими прическами. Почему мальчикам сюда и дар? Это для того, чтобы сила, храбрость, и там вот все это как раз и сохранялось. Если вы помните, кто знает, да, у людей кот хранится здесь, вот здесь. Вот ему волосы здесь вставляли. Девочек делали вот эту вот страшненькую прическу для того, чтобы не сглазить, скажем так, ее красоту. Вот так. Теперь дальше девочка подрастает, ей начинают плести косички. Либо одну косу, либо много-много разных косичек. Бывало так, что 4 косы от 4 и больше косичек делали.
Так, потом, когда девочка входила в позицию, когда уже может выходить замуж, ну, это обычно одна коса, либо... Так, нет, ну, в общем, одна коса, да, была. Когда девушку засватали, и она выходила замуж, когда она приходила в семью жениха, ее одну косу распускали, заплетали в 2 косы и надевали уже шашбау. А до этого одевали шолпа. Шолпа всегда одинарная идет. Если вы походите по музеям, вы увидите, шолпа всегда одинарная висит. Шашбау — это 2 накосных украшения, то есть на 2 косы она связывается баумен, лентой. Лента может быть как из ткани, так и из цепочки. Что такое шашбау и почему 2 косы? То есть потому что у девушки все, у нее пошла дорога для 2. Муж и жена. Вот, ей заплетают 2 косы. Если вы вспомните своих бабушек, то увидите, что у них были косы вот так, 2 косички. Помните, они вот так вот скручивали и надевали платок. Мы это застали практически у всех бабушек. Дальше что у нас там было? Теперь распущенные волосы. Когда же по поводу волос. Женские волосы не прятались. Чем была более состоятельный аул, богатая жена, тем она больше хвасталась своими волосами, могла какие-то причесочки, тут какую-нибудь шапочку надеть. Дальше. Если она уже кормила детей и одевала кимишек, то обычно этот кимишек был таким укороченным, и чтобы было видно эти 2 косы, то есть показать, вот какая я здоровая, сильная, я могу еще родить дофига детей. То есть это хвастовство было. И надо было гордиться этим. Волосы как таковые не прятались. Если же женщина была очень такая болезненная, ну, в общем, болезненная, да, то волосы она, соответственно, прятала, потому что волосы — это то, через что можно собрать грязь. То есть у нее не хватало сил беречь себя. Обычно у женщин должно было много сил быть, чтобы себя сберегать. Не только себя, мужа и детей, свою юрту. Теперь волосы распускались когда? Когда похороны. Женщины распускали волосы, и вы не понимаете смысл. Смысл в том, что через волосы проходит информация, скажем так. Волосы, по сути, давайте, если укороченно скажу, это связь с миром духов. Женщины специально распускали волосы. Для чего? Для того, чтобы духи уходили. То есть, получается, умерший человек легко прошел в мир духов. Почему еще волосы распускали, когда женщина рожала ребенка? Суть в том же самом. Ребенок переходит из мира духов в мир людей, живых. Распущены должны быть волосы. И сюда же, кстати, развязывали канаты, открывали сундуки. Ну, что-то вроде такого, да? Это немножко чуть-чуть другое. Это по поводу, чтобы родовые пути расходились, но волосы именно в этом понимании. Почему бахслар женщины распускали волосы? Вы же это тоже встречали об этом. Женщины-бахсы распускают волосы для того, чтобы иметь лучшую связь с миром духов. То есть та же самая ситуация. Кто из вас бахсы? Пожалуйста, сами на себе попробуйте. Зайдите на кладбище, на зират, распустите волосы и послушайте, и вы услышите столько информации, что вам мало не покажется. И тогда вы поймете, почему вы распускаете волосы, почему у женщины-бахсы должны быть длинные волосы. Вот и все. И когда мне начинают говорить упреки, что я якобы бахсе и хожу без платка и с распущенными волосами, пожалуйста, идите учиться, пожалуйста, идите изучать казахские традиции, пожалуйста, знайте, от чего происходит та или иная информация, то или иное правило, то или иное обязательства. Если вы в исламе, окей, прячьтесь. В исламе быть стыдно женщиной. В исламе нужно скрыть свою сексуальность. У казахских женщин сексуальность, то, что ты красивая, то, что ты здоровая, это не скрывалось, этим, наоборот, хвастались. Это была гордость. Понятно? Поэтому давайте уходить от этих убеждений и понимать, где тема мусульманства, ислама идет, а где идет казахская тема. Я казашка, и я не в исламе. Повторяю.